Феодосийский городской суд вынес решение по делу крымско-татарского активиста Сулеймана Кадырова, обвиняемого в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России, то есть в сепаратизме. Это ожидаемый приговор был. Это Российская Федерация, она никогда, ее российское правосудие, она всегда была зависима и будет зависима от спецслужб России. И это доказательство тому, как они уже со страха все подряд штампуют, шаблонно шьют уголовные дела. Это не только меня касается, это касается всех наших политзаключенных. Дело против Кадырова появилось задолго до официальных обвинений. Сразу после 2014 года Кадыров занимался правозащитной деятельностью, помогал в оформлении документов жителям Крыма и часто выезжал на территорию материковой Украины. По всей видимости, именно это привлекло внимание российских силовиков. Против Кадырова была начата доследственная проверка по подозрению в государственной измене. Каких-то свидетельств измены Российской Федерации силовики не нашли, зато обнаружили на странице Кадырова в Фейсбуке запись, авторство которой он отрицал в суде. Сулейман Кадыров согласен. Крым — это Украина. Всегда была, есть и будет. Спасибо автору за видео. Поддерживаю. Эти слова сотрудники ФСБ, которые проводили экспертизу по заданию следствия, охарактеризовали как призывы к нарушению территориальной целостности России. То есть за то, что и так известно всему миру, за то, о чем говорят все прогрессивные средства массовой информации, нашему соотечественнику сегодня вынесли приговор. Вот, и вроде как формальный приговор по Сулейману Кадырову, а в самом деле приговор судья подписал сам себе. Гособвинение просило для Кадырова 3 года лишения свободы условно и 2 года запрета заниматься публичной деятельностью. Суд на следующий день после запроса гособвинения вынес свое решение. 2 года лишения свободы условно, 2 года запрета заниматься публичной деятельностью и 2 года испытательного срока. Защита Кадырова уже заявила о том, что будет обжаловать приговор. И мы пройдем все инстанции этого российского кривосудия и будем подавать в Европейский суд по правам человека. В Крыму уже 3-й громкий процесс по обвинению в сепаратизме. До этого к условному сроку заключения был приговорен журналист Николай Семена за статью, в которой он выражал свое мнение о событиях 2014 года, об аннексии Крыма и действиях России на территории полуострова. Кроме того, к реальному сроку заключения был приговорен зампред запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров за интервью крымско-татарскому телеканалу АТР. Антон Наумлюк, Крым.